правильная постановка в том плане, что сейчас они пока Кавказ сами не трогают. Они ждут, чтобы Кавказ выжил из нас все соки, обогатился, построил много фабрики, там, трамплины, какой-то там курортные зоны, порты, то есть на максимум. А в перспективе все равно организуют оранжевую революцию на Северном Кавказе и захватят его. Сейчас рано, потому что надо взять больше русских земель. Вот они уже внедрились в Ставрополе, треть края захватили. Вот они уже на юге Волгоградской области. Вот они уже частично в Ростове. Надо охватить все это, от Каспийского до Азовского моря. И потом Запад, НАТО скажет, но они требуют независимости. Что же вы, люди, народы имеют право жить в собственном государстве, тем более они мусульмане, им ближе Саудовская Аравия, Турция, Иран. Денег дадут немерено. Сперва Кремль дает, чтобы они тихо сидели, они тихо пока сидят, забираются деньги. Турция дает, и турецкие эмиссары там везде уже, ведь Дагестан что такое? Это в основном тюркоязычные народы. Аварцы, кумыки, нагайцы. Это в основном тюркоязычные. Кабардар, балкарцы, тоже тюркоязычные балкарцы. Карачаево-черкесы, карачаевцы тоже. То есть не тюркские народы на Кавказе, только чеченцы, значит, кабардинцы и адыги. А всех остальных, большинство, это турецкие народы. Это как у нас, славяне, русские, украинцы, белорусы, как Приднестровье там, на Балканах. Как только они у нас как можно больше земель, мирным путем, путем покупки, им для этого дают деньги, огромные деньги, они скупают земли, выдавливают русских, и когда они захватят все пространство от Каспия до Азова, они через Европу потребуют разрешения создать Кавказский Эмират. Все. Вот что. И мы весь юг потеряем. А наши руководители уже уйдут в отставку. Это будет, может быть, там 2025 год, там, или 2030 год. Как в 80-м году, не тоже не знал, что в 91-м у нас тоже были Олимпийские игры в 80-м. Если кто-то сказал в 80-м году, когда Олимпийские игры, что в 91-м году СССР не будет, в психушку отвезли бы. Если кто-то скажет, что в 2025 году не будет, здесь на юге будет другая страна, скажет, что с ума сошел? Российская Федерация. Но так будет, к сожалению. И для этого они сегодня захватывают как можно больше земель. И Киссинджер еще при Гайдаре приезжал и сказал, вы тут с Кавказа уходите, здесь, пускай турки хозяйничают. И Гайдар с удовольствием согласился, чтобы иметь там зеленую карту, постоянно право выезда, въезда в США. То есть вот долгосрочные планы. А пока